Туран и туранцы в Авеста священном книге зороастризма. Туран на авестинский языке Туранием и на персидский и таджикский язык Турон, страна туров, упоминаемый в Авесте и среднеиранской литературе исторический регион в Центральной Азии, населенный в древности скифскими и иранскими племенами с общим названием Тура. В исторических источниках иранский народ, арии, упоминаются как предки народов государств Ариана, Туран, Древняя Бактрия, Сокт, Хорезм, Персия, Мидия. Восточные иранские народы, непосредственные предки таджиков, назвали свою землю Туран, на таджикском – Турон. Не зная истории своего народа, невозможно построить будущее. История человечества свидетельствует о том, что таджикский народ издревле известен как народ творческий и продолжает эту древнюю добрую традицию. Таджики представляют собой один из наиболее древних коренных народов Средней Азии. Образованию таджикского народа предшествовали длительные этногенетические процессы, восходящие еще к 2000-летию до нашей эры. Согласно историческим исследованиям, предками таджиков являются оседлые и кочевые ираноязычные народы сагдийцы, бактрийцы, хорезмийцы, тахары, парканцы, древние ферганцы, массагеты, скифы и саки, распространившиеся на просторах Центральной Азии в конце II – начале 1000-летия до нашей эры. Туранцы – в зороастризме название кочевых восточноиранских народов. Противопоставляются оседлым земледельцам-иранцам. Борьба Турана и Ирана занимает центральное место в Авесте. Что означает название Туран и кто был Тур? Этноним Тур впервые зафиксирован в Авесте в двух формах, более древнее Тирином, наряду с этнонимами ариев на авестинский языке Айрином и саиримов на авестинский языке Сарменром, и более поздняя Тура. В древнеиранской мифологии Тур или Турадж – сын царь Ферейдуна. Тур – персонаж персидского эпоса Шахнаме. Он – второй сын легендарного иранского царя Ферейдуна и брат Салма и Раджа. Его имя, означающее «храбрый», было дано ему отцом, когда юный принц отважно сражался с драконом, напавшим на него и его братьев. Когда Ферейдун делит свою империю между сыновьями, он отдает Туран своему второму сыну Туру. Так появляются туранцы, соседи и соперники иранцев. Некоторые из самых важных персонажей Шахнаме, такие как Афросиаб, являются его потомками. Он был убит Манучехром. Туранцы в Авеста. Первая книга Авеста Яшты. Считается, что тури упоминаются в Уштавайте-Гате. В стихе 46 часть 12 семья Фрии из Тура названа последователями Аши и Ахура Мазды. Это интерпретируется так, что он и его семья происходили из народа Тури. В тексте также, по-видимому, подразумевается, что выдающиеся деятели раннего периода зороастризма принадлежали к его семье. Эта заметная и в целом положительная роль туранцев контрастирует с их враждебной ролью в других частях младшей Авесты. Второй туранцы в книге Авеста Фарвардин Яште. Фравардин Яшт – самый длинный из яштов и посвящен почитанию Фраваши, уникального зороастрийского понятия, схожего с понятием души, урван, и связанного с ним. Считается, что этот яшт состоит из двух частей. В первой части восхваляются сами Фраваши, часто за помощь в борьбе. Например, в Бытии, стихи 13, часть 37 и 38 говорится, что они помогали ариям в их борьбе с турианцами Дану. Затем вы преодолели сопротивление турианца Дану. Затем вы преодолели враждебные действия турианца Дану. Благодаря вам каршназиды, имея хороших людей, стали сильнейшими. Храбрые хштавиды, храбрые саушьянты, храбрые победители, вы разрушили разрушающиеся жилища вместе с их стоянками Дану, повелителей десятков тысяч. Фравардин Яшт, стихи 13 часть 38. Личность Дануса неизвестна, но его связывают с иранским словом, обозначающим реку, а также с мифической расой данавов из Вет. Из текста ясно, что они либо являются кланом турийцев, либо как-то связаны с ними. Во второй части яшт почитаются фраваши многих людей, сыгравших важную роль в ранней зороастрийской общине. Несколько представителей племени Турия упоминаются как верные сторонники зороастризма,
А ясна стихи 13 часть 143 посвящена всем верующим, живущим на землях ариев. Мы поклоняемся фраваше святых мужчин в землях Турии. Мы поклоняемся фраваше святых женщин в землях Турии. Фравардин яшт стихи 13 часть 143. Кроме того, в Икрат Кайшате 13 часть 143 и 144 упоминаются верующие, живущие в землях сайримов, сайнов и дахов. В целом, в этих стихах отношения между ариями и туриями представлены как гораздо более дружественные. Большинство упоминаний о туриях в Авесте встречаются в так называемых легендарных яштах, а именно в Абан-яште, Дрвасп-яште, Рам-яште, Ден-яште и Замьят-яште. Они называются легендарными, потому что содержат множество отсылок к мифам и легендам народа Авесты. Эти истории легли в основу более поздней иранской истории, изложенной в Шахнаме, но, возможно, вошли в западноиранские традиции еще в период ахеменидов. В Авесте туранцы как народ появляются, когда изначальный правитель Пешдадиан Феридун делит мир между своим старшим сыном Туром, которому достаются север и восток, средним сыном Сармом, которому достается запад, и младшим сыном Ираджем, которому достается юг. Тур становится предком турьясов, а Ирадж – предком ариев, которыми затем правит его внук Манух. После этого разделения мира конфликт между двумя народами развивается в течение кайнийского цикла. Этот конфликт сосредоточен вокруг попыток турийского царя Фратросяна завоевать Иран и украсть царскую славу иранцев. Боевые действия между двумя народами временно прекращаются, когда Рехши-лучнику удается выпустить стрелу до реки Окс, которая с тех пор служит границей между два иранские страны Ираном и Тураном. Кай-Хосров в конце концов удается убить Франросяна в бою в Белом лесу. Древние арии, предки иранцев и туранцев, называли свою страну Араним-Ваэджа. Название образовано от самоназвания всех древних индоиранцев и является или прилагательным «арийская страна», или генетивом «страна ариев». Генетическое и лингвистическое наследие древних туранцев в Таджикистане сохранено в виде ягнопцев и памирцев.